Приветствую всех! Вы смотрите канал «Апрель». С вами Юлия Кулешова. И в этом выпуске поговорим про роль женщин в развитии государства. Если вы не смотрите госканалы, кратко обрисую, как там преподносится эта тема и, соответственно, какой курс взят властями. Спикера Шакиева ради разнообразия волнует не только язык, теперь и трансгендеры. В одной из новостроек прошел митинг после того, как Садыр Джапаров пообещал построить дом женщине из Аккурдо. Другие тоже просят его помощи. Подробнее смотрите далее. Да, приготовьтесь к тому, что некоторых из вас будет бомбить, что ваше мнение может не совпадать с моим, потому что это не новости. Мирный марш против насилия в отношении женщин, судебного произвола и бездействия правоохранительных органов прошел накануне в Бишкеке. Международный женский день. Те, кто знает историю появления этого дня в календаре праздников, знают и то, что выходить с демонстрациями, озвучивая на них вполне закономерные требования, это нормально. Но, судя по комментариям к этому маршу, историю и первоначальное значение 8 марта знают не все. Немало было комментариев в духе «чего дома не сидится», «чего им не имется», а совсем уж агрессивные и оскорбительные озвучивать воздержусь. Но процитирую гражданскую активистку Алтын Капалову. У меня не хватит эмоциональных сил, чтобы описать убийство последних лет. Но сегодня я еще раз хочу напомнить, зачем мы идем по улицам Бишкека 8 марта. Мы идем, потому что протестуем. Мы требуем от государства безопасности. Мы требуем, чтобы виновные были наказаны. Мы требуем свободу слова, физическую свободу, эмоциональную свободу. Требуем соблюдения наших прав. И хватит писать тупые комменты под моими постами о том, что мы проплаченные Западом агенты. Вы молчите, когда убивают женщин. Зато просыпаетесь 8 марта, чтобы осыпать организаторок и участниц марша проклятиями. Пожалуйста, включите уже свои мозги, пока их не отшиб очередной насильник. Что примечательно, когда происходит насилие в отношении девочек и женщин, многие едва ли не в едином порыве кричат, что милиция и суды такие-сяки. Но когда дело доходит до того, что некоторые выходят, чтобы озвучить это, сказать «нет» насилию не только в интернетах, но и так живьем, то сразу начинаются обвинения в продажности, посягательстве на традиционные ценности и прочее, и прочее. А что, разве насилие уже входит в традиционные ценности? Ведь не входит и не должно. Но тогда почему по госканалам не показали этот мирный марш, но осветили выход матерей-героинь в Ильичеках, митинг, проведенный не стихийно, а под патронажем самих властей и, в частности, Министерства труда и соцразвития? И, кстати, им почему-то в комментах не писали, а чего дома не сидится, чего не имется. Вот ключевые месседжи из него. Цель акции – приверженность национальным традициям, уважение к истории, корням и национальному укладу жизни, основа которых – традиционная семья, почитание отца и матери, национальной одежды и самостоятельного и независимого образа мышления. И всегда матери были хранительницами домашнего очага. Всегда. И от того, какая женщина воспитывать будет ребенка своего, от этого зависит наш фундамент, наше благополучие нашей страны. Поэтому сегодня мы сюда вышли, чтобы поддержать нашего президента в его деяниях и еще раз заявить миру, что на кыргызской земле будет традиционное общество с традиционными ценностями. На праздничном мероприятии был организован показ моды национальной одежды ведущих дизайнеров страны. От имени президента всем участницам шествия были вручены весенние платки.
Особенно иронично то, что пришли они к памятнику Уркуе Салиевой. Как иронично и то, что журналист озвучивает. Уркуя стала первой женщиной, руководительницей колхоза и погибла в 22 года за свою активную общественную деятельность. Ну а речь про независимость мышления в свете того, что шествие это организовано властями и показано только оно, словно мирного марша против насилия, судебного произвола и бездействия милиции, и не было. Какая же тут независимость мышления, когда, по сути, показывается только одна картина мира? Вот что приходит в вашу голову, когда вы видите заголовок «Роль женщины в развитии государства». Я провела небольшой опрос в коллективе, и все единогласно предположили, что там что-то про женщин в работе, в политике, медицине, технологиях, науке и т.д. и т.п. А теперь версия ЛТРа, того самого ранее подавшего в суд на политклинику за якобы подорванную репутацию свою. Алия Маматова вместе с покойным мужем Каратаем Маматовым воспитали и вырастили 10 детей. Невестка Салии Маматовой Авахан Каратаева пошла по стопам своей свекрови. Она тоже мать-героиня, у нее 4 дочки и 4 сына. Женщина играет большую роль в воспитании общества и в развитии государства, ведь будущее детей зависит от грамотности и таланта матери. Этот сурок – это чисто я, когда посмотрела этот сюжет. И это не единственный такой материал, вышедший на канале в Международный женский день. Вот материал под заголовком «Мать-героиня в 30 лет. Ролевая модель для достижения П. Приоритеты». Есть к чему надо стремиться. Хозяин дома Алмазбек Анарабаев, 35-летний отец 8 детей, старается дать своим сыновьям и дочерям все самое лучшее. Я во всем помогаю жене, нашему первому ребенку уже 13 лет. Нет, но были и другие материалы, в числе которых про моду, цветы и, цитирую, «не женские профессии» или «мужские профессии». Ну, видимо, чисто женское – это идти по стопам матерей-героинь. Нисколько не пытаясь умалить важность материнства, но, как по мне, наблюдается тревожная тенденция к установке, пропаганде единственно верной ролевой модели. И всегда матери были хранительницами домашнего очага. Всегда. И от того, какая женщина воспитывать будет ребенка своего, от этого зависит наш фундамент, наше благополучие нашей страны. А от того, как воспитывает отец, ничего не зависит? Не, отец что там, просто так вот сбоку припеку, такое приложение к матери или как? Такое четкое разделение ролей, профессий на женские и не женские сужает возможности для реализации девочек и женщин. Делая упор только на продвижение образа хранительницы очага, мы рискуем остаться без женщин-ученых, женщин-врачей, женщин-политиков и прочих, и прочих. У нас и сейчас представленность женщин в политике, кстати, небольшая. Профессия врача тоже ведь когда-то считалась исключительно мужской, а женщинам запрещалось быть врачами. И все же странно и прискорбно, как по мне, то, что маршу против насилия, судебного произвола и бездействия милиции противостоит установка «мы за традиционные ценности». Поэтому сегодня мы сюда вышли, чтобы поддержать нашего президента в его деяниях и еще раз заявить миру, что на кыргызской земле будет традиционное общество с традиционными ценностями. Пора бы привыкнуть к тому, что нами пытаются манипулировать, подменять понятия, разделять, как будто призывы бороться с насилием, судебным произволом и бездействием милиции действительно противостоят традиционным ценностям. Противопоставляя таким образом, авторы этих манипуляций не изводят само понятие ценностей и традиций. Понимают ли они это? Довольно сомнительно. Тем временем отец 13-летней девочки, изнасилованной милиционерами, опасается, что Верховный суд еще сократит срок обвиняемым, и те выйдут на свободу. Ранее Бишкекский горсуд сократил срок наказания 2 милиционерам. Одному дал 6 лет лишения свободы за групповое, по сути, изнасилование, а второму 9. Вот что сказал тогда судья Бишкекского горсуда Мират Динеев. Органами следствия было предъявлено обвинение не в изнасиловании, а по статье 156 части 3. Квалификация звучит следующим образом. Понуждение действием сексуального характера
то есть понуждение лица к половому сношению или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, либо использования материальной или иной зависимости потерпевшей при отсутствии признаков изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. А некоторые депутаты Джугорку Кинеша, в их числе спикер Шакиев, опять опасаются влияния НПО. А еще желают контролировать все грантовые средства. И речь не столько про прозрачность НПО и так отчитываются сколько, куда и на что, а про то, чтобы деньги получали непосредственно министерства и ведомства. Как будто они и так не получают всякие гранты и кредиты. Ну так вот, говорится Дырбаева, глобальный фонд с 2016 года каждые 3 года выделяет Кыргызстану грант на борьбу с ВИЧ и туберкулезом, но основным получателем денег является ПРООН. $4,5 миллиона каражатты грантты тейлеголе кетет. ПРООН получает эти деньги, из них $4,5 миллиона оставляют в качестве зарплаты себе. Остальные деньги распределяются через комиссию по борьбе с ВИЧ и туберкулезом. Выделяются огромные деньги, и они неподотчетны. Никто не может объяснить, что такое укрепление систем сообществ, меры профилактики, пакет профилактических мер для мужчин, практикующих секс с мужчинами. Поэтому эти деньги остаются в тени, никто не знает, как они расходуются. Сообщила она и показала бумажку, в которой черным по белому написано, сколько и на какие цели. Но нет, Дырбаевой непонятно. И она высказывает опасения, что деньги идут на геев, лесбиянок, трансгендеров. И в следующем году глобальный фонд выделит еще около $30 миллионов. И опять ПРООН, может быть, получит. А надо, чтобы Минздрав. Все Минздрав. Если что, именно по линии ПРООН был поставлен, наконец, новый рентген-аппарат в Тюбскую территориальную больницу, которая не раз обращалась во все инстанции, в том числе к президентам, с просьбой купить уже новый рентген-аппарат, потому что старый постоянно ломался. Вы видите, куда нашу часть молодежи ведут неправительственные организации. Это большой удар для будущего нашей страны. Тут речь о трансгендерах идет. К сожалению, мы не придаем значения, но в обществе эта тенденция растет. Мы должны бороться с этим. Кабмин должен вести работу в этом направлении. А роста тенденций насилия в отношении детей и женщин он не замечает, нет? Растущего уровня коррупции, преступности, уменьшения уровня свободы слова. Мы больше не островок демократии в Центральной Азии. Давайте так, по Конституции мы все равны. Государство должно обеспечивать защиту прав и свобод каждого, независимо от того, к какой группе этот каждый относится. Ну а если представители законодательной власти позволяют себе такие дискриминационные высказывания, допускающие нарушение прав на получение помощи определенной группы граждан, то о какой защите прав граждан в целом можно говорить? Задержан замглавы санатория Джалалабад Федерации профсоюзов Кыргызстана. Подозревается в систематических поборах с пациентов. Требовал деньги за те лечебные процедуры, которые предоставляются бесплатно, сообщает ККНБ. А это кадры из столичного жилмассива Рухи-Мурас. Еще одну семью выселили из дома, потому что суд постановил, дом построен незаконно. И история про женщину из Аккордо, которой Садыр Джапаров пообещал построить новый дом, получила продолжение. Та женщина, которая и выиграла в свое время иск, обратилась к Садыру Джапарову. В 2005 году президент Кыргызстана Курманбек Бакиев заявил, что каждый гражданин должен иметь земельный участок. На основании этого я встала в очередь на выдачу земельного участка. В 2007 году вышло постановление о выдаче земельного участка, но до 2009 года я не могла построить дом, не было соответствующих условий. Когда решилась, нам сказали, что нельзя, потому что там будет проложена дорога. А в 2017 году я получила красную книгу на эту землю. Марал Шарабулотова купила эту землю у членов общественного фонда
фонда «Акикат Аим». В тот день все было организовано так, что вторая сторона вовсе не говорила. Пришли из Акимиата, собрались люди, на месте избили меня. Меня специально выставили самым плохим человеком. Угрожали, что сожгут мой дом, всех будут избивать. Я сама снимаю квартиру. Если кто-то будет плакать на камеру, ему все достанется. Мой голос не доходит до власти. У меня тоже есть право. Услышьте и меня. В новостройке Өскенордо прошел митинг. Участники обратились к президенту, просят помочь. Но раз он пообещал помощь женщине из новостройки Акордо, у которой судебные приставы снесли дом, он пообещал ей построить новый дом. А вот эти из Өскенордо говорят, что 11 лет назад они купили тут участки, продали им их как земли сельхозназначения, а они построили на них дома, стали жить. Но к власти пришел Садыр Джапаров и пообещал земельную амнистию. Жители новостройки стали надеяться, что наконец-то получат те самые красные книги на свои дома, которые уже построены. Но не тут-то было. Теперь, говорят, владелица земель требует, чтобы они скинулись ей еще по $1000, а иначе никаких вам красных книг. После смерти Оскона его жена подошла и сказала: «Я делаю все то, что он не делал». А люди не согласились, сказали: «Если она работает бухгалтером на телевидении, как она может сделать?» Собрали по 5000 сомов на дорогу и даже одного прицепа щебня не рассыпали. Я купила этот участок в 2012 году у Оскона. Взяла 4 участка. После смерти Оскона его супруга подошла ко мне и у меня взяла $8000. Таким образом, я купила тот же участок и у мужа, и у жены. И вот, она снесла заборы с экскаватором. И она одной женщине сказала из Өскенордо: «Если клиент придет, продай». И вот эта женщина привела 2-3 клиентов и показала участок. Но теперь эта женщина, на которую жалуются жители новостройки, никакой роли, по идее, играть не должна. Потому что после случая в Акордо Садыр Джапаров мало того, что пообещал построить семье новый дом взамен снесенного судебными приставами старого, но и поручил убрать 27-й пункт из закона о земельной амнистии. Раньше же было вот так. В случае нахождения в частной собственности объекта земельной амнистии и отказа собственника от передачи части земельного участка, подпадающей под земельную амнистию, споры разрешаются в порядке, установленном гражданским законодательством. А теперь этого не будет, то есть собственнику не обязательно отказываться от земли, подпадающей под земельную амнистию. Пункты о том, что хоть какие-то документы, удостоверяющие право на владение землей, надо предоставлять только в том случае, если они вообще есть, остается. Ну, то есть есть там расписка, чек, техпаспорт, хоть что-нибудь о купле-продаже, окей, давай, нет, ну и ладно, ну и не надо. Как в этом случае устанавливать, чей дом стоит законно, а чей нет? Большой вопрос. И коррупционные риски все же. Проблема жилья на самозахваченных землях очень серьезная и глубокая, но решают ее, как по мне, популистскими и недальновидными методами, что вообще не новости. А новости читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ, а также на наших страничках в Инстаграме и Фейсбуке. Всем добра, пока!